Сейчас мы находимся в селе Гавар. За моей спиной уникальный дом жилой архитектуры деревянного зодчества. И уникален этот дом тем, что, во-первых, таких домов очень мало осталось. Дом известен как Чатма Чулю Ф. Почему Чатла Чулю Ф? Так как деревянные балки дубовые скреплялись между собой, то есть чатма скреплялись между собой деревянными гвоздями, чуй. Участники проекта «Гайрет» исследуют очередной памятник архитектуры – старинный крымско-татарский дом. Год назад 5 молодых людей разных профессий с общим интересом к истории и сохранению крымско-татарского наследия объединились в группу «Гайрет» и стали знакомить подписчиков с разрушающимися домами и мечетями, кладбищами и азизами. У нас многое уже потеряно, особенно это касается степной архитектуры. Ну, что таить, да и южного берега, в восточной его части тоже. Сейчас с трудом можно найти в степи где-то хорошо сохранившийся крымско-татарский домик. Цель нашего канала заключается в том, чтобы тем, кто не знал, рассказать об этом. Не просто рассказать, а их по-настоящему заинтересовать, чтобы они прониклись темой нашего культурного наследия и приняли участие непосредственно в его сохранении. А тем, кто забыл, напомнить об этом. «Гайрет» исследует памятники по всему Крыму. Важная часть работы – сбор информации на местах. Здесь так называемая работа в поле. Ребята ведут фото- и видеосъемку, описывают состояние объекта, иногда делаются замеры, как сегодня был разговор с информатором, либо со старожилами, если повезет. После этого уже условно работа в кабинете, то есть уже обширный поиск информации, это работа с источниками, работа с различной литературой, иногда с архивными справками. Часто в ходе своих экспедиций исследователи «Гайрет» обнаруживают интересные и малоизвестные сооружения. Мы находимся в доме Фазылбея Балатукова. В царские времена он был военным атташе в городе Гавар во Франции. Об этом доме очень мало информации, но мы знаем, что ему выделили участок земли в этом селе, и он захотел остаться именно здесь. Собранные фото и видеоматериалы размещаются в соцсетях на страницах «Гайрет». Но цель проекта не просто познакомить с интересными объектами, но и попытаться их сохранить. Работа над тем, чтобы эти памятники были замечены и этим памятникам был придан статус культурного наследия. И также возможность, может быть, посотрудничать с кем-то, кто имеет какие-то ресурсы для того, чтобы в дальнейшем данные дома, данные объекты реставрировать или хотя бы поставить на учет. Недавно «Гайрет» исследовали исчезнувшие села Керченского полуострова и уже делятся результатами этих экспедиций. В их планах знакомить подписчиков с памятниками по всему Крыму.